Фотографировать. Вот эти вот можно? Так, вот я о чем хотела сказать именно вот здесь, когда увидела. Рядом сенокосы, рядом скошенные хорошие места. Вот это растение называется, кто его знает, каперсы, делают очень хороший бизнес. Наши жители собирают, сдают этим туркам. Цветочки, да? Не цветочки, они собирают вот эти плодики, арбузики. Вот когда здесь еще... совсем маленькие. Бери. Вот, как там где-нибудь цветут. И они там... Вот, их вот это маринуют, это очень хороший деликатес. Ну-ка, не бросайте. Можете подержать? Я сфотаю. Наберите. Вот, это я к чему вам хочу сказать. Вот вся Ошская, Баткенская область занимается, собственно, заготовкой вот этих вот плодиков. И это для детей, в общем-то, несложно. Да. И вот, да. Вот это очень хорошая закуска, ребята. Ко всем, да. Так. Один турк мне рассказывал. Один турк мне рассказывал. Вы, говорите, сами не знаете? Вы ходите по деньгам Да, и говорите, мы такие бедные, несчастные. Мы не умеем ценить то, что мы имеем, то, что делает наша земля. Вот я хочу показать вам вот этот травостой, который есть. Вот стоит, идемте сюда. Горел. Прошло середина лета уже, конец лета. Да? Вот это называется ячмень бульбоза. Вот, это ячмень луковица. Это очень хороший травостой. Он и на сенокошение идет, вот правильно, вот он вот там снимает вот на это. И он вообще в основном почти чистый. Сейчас эта урожайность этого травостоя достигает до 14 центнеров с 1 гектара. Где какой-то процент вегетации, хотя это рядом с дорогой. Не луковичный, да. Ну, для чего полезно? Для чего? Это кормовое растение. Это кормовое. Вот это растение для бизнеса, а это растение для корма животных. Вот это солят, да? Это маринуют. Маринад делают, да. Вот такие вот дела. Собирайте себе. Собирайте. Так, и вот здесь же есть. А вот это растение. Нет, это не шибак. Да? Это кофе. Кофея стелющаяся. Это тоже это растение зимнего корма. Вот. Полынь, да? Нет, не полынь, кофея. Да, точно. Не полынь, нет, это не полынь. Оно похоже на полынь. Вот. А вот, вот она, кофея. Это для чего? На корм скоту. Это зимнее пастбище, но это солеустойчивое растение и высокопродуктивное, оно по протеиновому содержанию 0,64%, 1 центнер. А вот это бебе. А вам не понять. Учите кыргызский язык. Вот это скажи, уже знаем. Ладно, Юр, поехали. Необычный, да? Как огурчик, как огурчики. Да, очень вкусные, они очень вкусные. Как огурчик. Вот это называется кузиня растопырик. Сорняк, да? Это сорняк высоритель. Ну, И там является индикатором нарушенности почв. Кузиня растопырик, да, индикатор показатель нарушенности. Поэтому он высох, да? Нет, если он потому что жарко. Просто наличие этого, как называлось? Да, вот их не созревшие, а когда они начинают уже раскрываться, это уже там есть. Это уже семена, да, готовы? Ну, откуда взяли, да? Да, вот эти. Ну вот же, смотришь, ты смотришь и не видишь ничего. Вот, мама. Видишь? Да, вот это. А нам нельзя это А вы в ресторанах кушаете и платите бешеные деньги. Мы не знаем, что это, да? Этот... Сахара 5 тысяч. Нет, килограмм 30 сомов собирают здесь, а продают.
его вегетируют, но за 20 дней это первый нажировочный корм, первый корм после зимовок, когда животное выходит и начинает с удовольствием съедать вот эти все костры. А вот это вот. А это заячий кордон. Нет, нет, нет. Все наджурикались там. Вот здесь вот процессы. Пойдемте сюда, поближе ко мне. Вот то, что мы там видели, желтенькую кузинию, вот тоже кузиния и тоже засоритель. И тоже деградационные процессы показывает. Вот посмотрите, тропинки показывают о том, что перевыпас был в прошлом. Чрезмерные нагрузки на пастбище, вот сбитость, видите, на склонах гор? Вот здесь вот травостой достаточно хороший, но уже тоже очень много индикаторов, которые говорят о том, что процессы нарушены. Но в то же время наша природа настолько хорошо адаптируется ко всем этим перевыпасам, что когда наличествуют вот такие вот растения, это беде, это бобовые, это идет процесс восстановления. Значит, несмотря на то, что здесь нарушены травостои, процессы восстановления здесь идут параллельно. Это называется процесс сукцессии и процесс регрессии. Регрессия – это разрушение. Сукцессия – это процесс развития. Вот они здесь все есть. Вот горчак розовый – это тоже показатель-засоритель. Вот все эти. Вот тысячелистник. Если БД растет, значит восстанавливается. Значит восстанавливается. А вот это растение, ахиллея, тысячелистник, это наши бабушки кыргызские, всегда использовали, если живот у ребенка заболит, если понос, сделают настой, пожалуйста, отвар. Горькое растение, ну приятное, чай такой вот, им можно. Не надо никакой левомицетин, понимаете? Мы этого просто сейчас привыкли, думаем, таблеткой, она тебя все спасет. Да не надо таблетками себя портить. Нужно просто свои природные, растительные использовать лекарственные травы и лечите себя и своих детей. Вплоть до того, что и мыло варим. Пошли дальше. Традиционный скот, который выпасали всегда кыргызы. Всегда. Это было основное наше стадо животное. Когда мы стали заменять на крупнорогатый скот, давая вот такие вот лепешки, через него вот прорастает, вот Анна очень хорошо заметила, прорастает только засоритель. Под ним БТГ сгорит. БТГ не остается, а прорастают засорители. И засорители захватывают большую территорию. Теперь вот эти вот... Так, Илья, БД, лапчатка, восточная, ахиллея. А лапчатку вы хотели показать? Да, лапчатка, ну это, знаете, это индикатор, как индикатор того, что происходят процессы деградации. Вот она везде растет, вот эта лапчатка. Теперь, ну и в то же время есть клевер. Вот когда есть бобовые, это говорит, что пастбищная система все-таки сама себя... Это единственная экологическая система, которая самовосстанавливается в течение 4-5 лет. Вот если она чрезмерно выпас происходит. Это свинорой пальчатый. Луговое растение. Вот оно создает вот такие... Свинорой пальчатый. Знаете, знаю. Я вам сейчас Вот так найду, держите, я скажу. сфотаю. Это луговое растение, которое создает вот такие дернины, сплошь покров. И очень, если такое пастбище, то очень хорошо для выпаса и коров, и лошадей, и овец, для всех. Так, вот, стрекозы здесь есть, значит, жизнь есть. Так, В этом году бабочек мало, говорю. зато посмотри, какие стрекозы летают. Вот, сидит на месте, пожалуйста. Ай, ёлки.
Нет, стрекозы есть и жизнь А есть. что, Так, бабочки что почему? еще вам показать? Вот это сбитый. Вот если есть вот такое растение, оно сейчас уже как бы все засохло. Это называется осока туркестанская. Вот. Это индикатор того, что эти пастбища перетравлены, сильно перетравлены. Потому что БТГ не выдерживает, а осока туркестанская это БТГ это индикатор. что? БТГ это типчак. БТГ это кормовое растение. Вот. А если появляется осока туркестанская, то это говорит о чрезмерном выпасе. Вот. Теперь вот эти вот тропинчатость, про тропинчатость мы сказали, про смывы. Вот посмотрите на верхушках, как будто вот они насытились и вот хотят съехать все, слезть. Это начальные оползневые процессы, которые происходят на горке, верхотура. Так, ну вот это вы, наверное, знаете, растение цикорий. Вот, это, если, нет, ну тут взросленьких дядьков нету, вот с цветочком, это кофе добавляли, говорит, ой, пили кофе с цикорием, такая вкуснятина. Я говорю, да мы всю жизнь, раньше никакого у нас в Советском Союзе и кофе-то не было, то, что завозили, а пили вот корни цикория. Это прям в пакетиках продавали, назывался кофе, кофе с цикорием. Он коричневого цвета, да? Коричневого и вкусный, и очень вкусный кофе. И полезный. Вот именно. Он, кстати, тоже отвар этого вот растения тоже против желудочно-кишечных заболеваний. Ага. Всё, спасибо. Все, ну что, орданули? Или как? Людмила Михайловна, Вопросы? расскажите еще про эримурусы. А мы сейчас его увидим, эримурусы, которые они будут, они уже и плоды есть. Но это вообще растение очень интересное тем, что оно способно давать экологически чистый клей, безопасный, обойный клей. И раньше кыргызы использовали этот клей, кожи клеили, камчи, когда плели, вот канджига плетешь, там 16, 12, сколько ты там сплетешь. А когда закреплять, его же надо на тавалгу или на копытца элика, ну, кто как придумает. А клеили вот этим клеем. И этот клей выдерживал скачки. Не разбивалась. Вот камча не рвалась. Вы понимаете, вот насколько... А мы это сейчас утратили. Мы, пойдем момент купим или еще какой-нибудь. А при этом моменте поклеила, через день отвалилось все. А эримурус, ширяж по-кыргызски называется, вот как. А из него клей можно добывать, да? Да. Я вам это растение покажу. Сейчас спустимся. Поехали, мои золотые. А почему пастбища портятся? Основные факторы. Основные факторы. Ну, во-первых, первоначально, вы посмотрите, до каких пор вон там был запас корма пастбищного в стране. Понимаете? И мы вот это я по стране делала примерные такие. Анечка, пишешь, вот я просто к тому, что вот мы делали примерный потенциал 39, это Сусамырской долины, а в стране и выпас. Запас мы пересчет делали по стоимости зерна. Траву нельзя оценить по траве, потому что она разная трава и разная питательность ее. И поэтому мы ее считали по зерну. Например, 1 килограмм, да? 1 килограмм зерна. Ну, например, вот такая трава будет 0,46. Всего 46% от килограмма зерна стоимости. БТГ будет 51, 0,51. Процентов? Да. От килограмма? Да, поэтому есть коэффициенты разработанные, которыми можно все это регулировать. Поэтому, когда пересчет мы вели именно по возмещению сельскохозяйственных потерь. И вот сейчас я, смотря вот на эту территорию, сколько выкошенных, по сути дела, пастбищ-то то мы нету. Там все сенокосы. Скот, то есть надо пасти по вертикали, да? По мере того, как созревает травостой для выпаса, потому что ранний выпас тоже очень опасен для пастбищ, потому что идет точку роста, овцы выгрызают, и оно потом не кустится, не растет, и это пастбище как бы выпадают. Поэтому нужно, чтобы они как минимум 3-4 сантиметра подрос, а у нас же очень рано выгоняют. Вот раньше, в досоветский период, выгоняли по указанию бая. Бай, например, знал точно, что у него есть 2 аксакала, которые помнят, вот в прошлом году было так, а в прошлом, позапрошлом было на 2 дня раньше, выгоним вот тогда, выгоним попозже. И попробуй ты не выполнить эти указания этого бая, да, тебя плетьми засекут. В период советский
Там было партийное бюро, типа той же Камчи, которая гоняла и била за это. Вот. Но тем не менее это выполнялось худо-бедно. Сейчас каждый пасет, кому где вздумается. Закон, принятый в 2009 году о пастбищах, призван передать полномочия по управлению пастбищным хозяйством в местные сообщества, джейд-комитеты. Но поскольку потенциал очень слабый, люди утратили очень большую часть традиционных знаний и утратили знания, которые были привиты в советский период. Поэтому трудно сейчас как-то сохранить. Ну, пытаемся, будем надеяться, что что-то у нас получится. А вы как вы сейчас мотикторум надо? А текторум У него больше вот так. колючки. Вот так вот он. Я же там показывала, когда. Да. Это, А это промысел. сколько голов может, сколько миллионов голов может эта кресна обеспечить? Может обеспечить 13. 15 миллионов. Сейчас в условных уже 14. И уже Ожская область, кстати, свой лимит исчерпала. Нам нужно сейчас не увеличивать поголовье, а нужно думать о продуктивном стадии. О том, как повысить продуктивность У нас молочного сейчас уже скота. слишком много. Не, совсем неплохо. Так, так. Что, еще лучше нашли, что ли? А, да? Давайте. Kalau nggak tahu ke? Размер просто больше. Люди не должны сучковаться, поэтому. Надо срочно съесть. Так, съесть, чтобы видеть. Или видеть, чтобы съесть. Не знаю. В Ожской области воздействие земельной реформы на окружающую среду. Я постараюсь вам рассказать все процессы, которые происходили в Ожской области, начиная от распада Союза с 91 года и дальше. Давай дальше. Ничего не пошло. Пошло. Процесс, который происходил в Ожской области с 91 по 93 год. Общая площадь ее была 4 миллиона 614,9 тысяч гектар. Это когда еще была Баткенская область вместе в составе Ожской. Пашни было 287 тысяч гектар. А в 93-м эта пашня вдруг почему-то прибавилась и стала 292 тысячи. И как вы думаете, почему? Выяснилось это в процессе одного из проектов воздействия земельной реформы на окружающую среду. Что происходило? Когда мы стали делить землю, пахотную землю, на земельные доли, оказалось, что у нас были скрытые площади пашни. Это делалось для чего? Чтобы получать награды, чтобы получать высокие урожайности, чтобы получать, в конце концов, какие-то денежные преференции. Залежи увеличились, пастбища при этом тоже увеличились, сенокосов стало меньше, а лесных площадей прибавилось. Я не знаю, как это выразилось в чем, но в тот период проходила интенсивная вот эта программа «Лесик» начала работать, начали увеличиваться на 20% именно по Ожской области. Все пришло в движение. Это касается как границ государства, так и земельных площадей. Следующий, давай. Общая площадь была та же, и пашня сначала она увеличилась, плюс 0,8%, а потом начала уменьшаться на 11%. Оказалось, что эту пашню разделили, и пашня, которая находилась в государственной собственности, она уменьшилась. Залежи увеличились на 55% по отношению к прошедшим годам. А пастбища тоже увеличились на 1,2 всего процента, но это за счет того, что пахотные земли прекратили использовать как пашню. Сенокосов количество увеличилось, а лесных площадей стало меньше. 510 тысяч семей в это время получили земельную долю. Люди почувствовали себя хозяевами,
стали хорошо производить свою товарную продукцию, стали продавать. Но, как всегда, не хватало денег. Следующее. Там у меня тут что-то было еще не все. Ну ладно. Так, те же самые процессы происходили и до 2004 года. Давай этот еще пролистнем мы. Так, состояние почв в этот период. Всего засоленных почв было 77 тысяч по Ошской области, сланцеватых 15 тысяч, заболоченных пастбищ 9,8, каменистых 685,3. Самая большая площадь хозяйственного состояния 685 тысяч. Дефляционно опасных 830. Дефляционно опасные — это которые подвергаются смывам, сдуванию. Хотя у вас, вот для меня очень хороший фактор, что сохранились лесополосы. Вы их не повырубали дальше. Вот хозяйственное состояние, немножко подними вверх. Состояние пастбищ Ошской области. Тут не видно, какие они. Ага. Чистых пастбищ по весенне-осенних всего 17%. А деградированных 45%. Вы понимаете, это говорит о том, что до распада Союза у нас пастбища были настолько перегружены, несмотря на то, что у нас были и дополнительные корма, несмотря на то, что были организованы перегоны скота, просто большое поголовье сделало свое дело. И вы вот даже сидя здесь видите, посмотрите, вот на тех территориях вот эти вот тропинки, которые, это говорит о деградационных процессах, происходящих на пастбищах. Давай. И в самом худшем состоянии находятся именно летние пастбища, весенне-осенние пастбища. Так, вот Ошская, еще раз нажми, не это. Вот Ошская область. Сейчас в Ошской области площадь 1 283 000. Весенне-осенних 403 000 пастбищ, летних 799, зимних пастбищ 81. Площадь в процентном соотношении самая большая, в 62%, это летних пастбищ. Весенне-осенних 31%. И зимних пастбищ всего 6%. У вас очень маленький потенциал зимних пастбищ. То есть полынников почти нет по Ошской области. Вот Шибак. Общее количество кормов 6 852 000. Если вот умножить вот эти корма на стоимость, которую вы получите свой потенциал, природный потенциал пастбищных ресурсов. Давай. Да, Пусть стоит вот так. Ертеменен келатып, самолетто келатып, лесополосаларды көрдүм дейт да, Ош областындагы башка областтардан салыштырмалуу, мынанча ошол эле көл, ошол эле талас элдер токойлорду кыйып салган. А бизде тескерисинче лесополосалар сакталып еще лесополосалардын эмеси, лесополоса деген токойлор. Жана бактарак эгебиз го биз, анан ошто жакшы эмелер бар, традиция эмелер бар, жана теректерди өстүрүшөт. Эми ол бизнестин бир түрү да. Ошолордун баары жакшы дейт да, почва сакталат, жердин кыртышы жакшы сакталат дейт. Анан Ош областы боюнча дыйкандар башка областтардан айырмаланат, дыйкандар. Жайлоолорду, жерди иштеткенди эң жакшы билгендер Ош областынын дыйкандары дейт. Алар түшүнөт дейт. Эртеге муну ушинтип исташать этип иштете берсек, эртеге жер ишинсе бербей калат. Анан жерди которуштуруп айдаганды кичине Ош областында фермерлер, дыйкандар кичине сактайт деп атат да. Жерде тоже деградационный процесс. Деградация деген демек ал жерде бузулуп атат жайлоо. Бедени көрсөңөр мындай, беде дагы турат. Беденин өсүп турганда бул, значит, восстановительный процесс болуп атат. Биздин жайлоолордун эң бир жакшы эмеси, касиети адам малдарын жайып эме кылып бузуп кеткенден кийин өзүнөн өзү мындай калыбына келе турган касиетке ээ дейт да. Ошол жерге 1-2 жыл адамдар мал жайбай турса, мондой чөптөр өсүп, кичине жайлоо өзүн эс алдырып, кичине өзүнө келип, восстановительный процесс жүрөт дейт. А эгер аны сактап, ошол эмени сактабай эле кайра ошол жерге мал жайып, анан жаз алды менен элдердин көбү чөбү жок калат. Жанагы көк чыкты дейбиз. Көк чыгып ушу 3 сантиметр болуп эле жая баштайт да кээ бирлер. Анан жана айтпадыбы жанагы жерде. Илгери дейт, Союз дооруна чейин эле кыргыздар ушул жайыттарды туура пайдаланууну аябай жакшы сактап келишти. Мисалы бир болуштук, мисалы илгери болуштуктар болгон да, ошол жерде мисалы Байманап же Болуш ошол жердин дыйкандарга ошол жерде өзүнүн кол алдындагы жана адамдар болгон да.
кой жайып чыгасыңар деген эле кой жаят эле. Кайсы жайлоого кайсы күнү кой жайып чыкканды ошолор айтып турчу. И ошонун айтканын баары ким айтканын кылбай эрте коюн жайып же бир нерсени турмес кылса аларды жанагындай эме менен камчы менен сабап алардына эме кылышкан. Ал эми ал байдын кеп кеңешчилери болгон. Кары аксакалдар ошолор айтып турган, алар илгертеден ошол кыргыздар бул нерселерди эми кыргыздарда жазма болгон эмес, жазуу болгон эмес. Булар атадан балага берили отуруп жана кыргыздарда жакшы сөз бар мындай эмеде. Көптү көргөн билет деп. Ошо көптү көргөн аксакалдар кеңешчи болуп байманапта отурган, ошолор айтып берип турган. Мына жерге былтыр могу жерге жайлоо кылдык, бул жерди кыштоо кылдык, быйыл ал жерге чыкпашыбыз керек, андан нары кетиш керек. Анан ошол жерде жайлоону сактап калууга аракет кылышкан да. Бул 19-кылым болуп атат. А биз бүгүндө 21-кылымда жашап атып, тилекке каршы. Адамдын аң сезими ушунчалык деңгээлге жетип калды, бирок тилекке каршы кылган ишибизди көрсөк, эми ит ыйлайт да мындайча. Көрсөң адамдар ошону түшүнүп, билип турса деле, только өзүн ойлойт. Өзүн. Анан жана айтып атат, бизде бүгүнкү күндө Кыргызстанда мал деп коебуз го биз. Еще минуточку и все, я закончу, потом дальше за вами уже. Бир гектар жерге бир күндө 6 ат, 8 үй 40 койго чейин мүмкүн экен. 1 гектар жерге. Бул эме кылабыз. А норма боюнча ушундай болуш керек. Ошол жердеги жайыт, ошол жердеги жайлоо. Окружающую среду. Отсутствие общего территориального устройства. У нас вот когда развалилось, колхозов не стало, частные хозяйства маленькие, земельные доли никуда не годятся. Вот на пастбище. Что произошло на пастбищах? Сильный перевыпас на присельных пастбищах и недоиспользование отгонных территорий. Снижение продуктивности, потеря корма, зарастание некормовыми травами. Чрезмерный вот этот вот выпас привел к потере ценных кормовых трав и биоразнообразия в целом, потому что есть растения, которые, подвергаясь какому-то насильственному уничтожению, потом не возобновляются. Эми айтып атат да, бизде тилекке каршы мына жана союз ыдырап бузулгандан кийин элдер жерлерди бөлүп алышты да, көп элечи. Анан мындай общий элдер биригип башкарган жоголуп кетти да. Анан адамдар жакын жашаган жерлерге, мына населенный пунктторго жакын жерлердеги жайлоолор деградация көбүрөөк жүрүп атат да, жайлоолордун булушуп, потому что алар эми мал алыс жүрүүнүн кереги жок, жакын жерде мондой чыгарып коет, айдап коет, жүрө берет. Ал эми элдер жашаган жерлерден алыс турган жайлоолор Удерживающие способности на верхних территориях. Почему? Потому что там происходило вот этот перевыпас, о котором вы говорили, что. И поэтому трава, вот произошли вот эти тропиночки, на них трава не может удержать влагу, и идут оползневые процессы усиления. Вот мы увидим эти оползневые, я сейчас вам и фотографии покажу, и еще снижение водообеспеченности происходит. Ошол эле бүгүнкү күндө ошол көчкүлөрдүн да жүргөн негизги себеби бир ошол. Могу тоолорду кыртышты эмне кармап турат? Кыртышты чөптөр кармап турат. А чөптөр ошол жерде мал жей берип, ал жерде чөп азайган сайын кыртыш бузулуп, анан оно жерде көрүнүп эле турат. Мындай тепкич сыяктуу болуп көрүп атасыңарбы? Чөптөрдүн влаганы кармап жана нымдуулукту кармап турган касиети дагы жоголуп баратат, кургап. И нымдуулукту кармап тура албагандан кийин Шел обучение в свое время на ваших этих лекциях. У нее она уже расскажет. Нет, это было, я все поняла. Вот теперь вот то, что произошло на пахотных землях. Ведь на пахотных землях произошло дробление участков, до 2 соток участки стали. Как можно такую территорию обрабатывать? Отсутствие севооборотов, усиление эрозионных процессов, разрушение ирригационной и дренажной сети, то есть и заболачивание, и орошение нарушилось. Это с распадом всего союза, это бог с ним, но земельная реформа сама тоже не положительно повлияла на это дело. Заболачивание, засоление, потеря плодородия, монокультура, ориентация на рынок. То есть мы сейчас если раньше было планирование каких-то производств сельскохозяйственных культур, то теперь только то, что требует рынок. И самое главное, старение и вырубка полезащитных и противоэрозионных лесных полос. У вас они сохранились, но тем не менее тоже есть вот в верховьях территориях. На леса, а вы здесь, может быть, скажете поэтому про пахотные земли? Помидор
Базарга картошка кетип атабыз. Дагы башына 5 баш калтырышым керек эми. Айылда өскөн суур билесиңер да. А ошентип 2 сотиктикти 5 сотикти ошентип 5 баш арык кага берсек, жердин канча эмеси жөн зыян нерселерин алып келди да. Эми токойлор жөнүндө массивов, как на леса воздействовало, то вот то, что у вас есть здесь особо охраняемые природные территории, то, что у вас есть тут лесхозы, это очень положительно повлияло, потому что первоначально в лесхозах не было такой нагрузки. И было принято еще таким постановлением, что вернуть эти территории пастбищные, которые ранее принадлежали лесхозу, вернуть в лесхозы. И вот когда их вернули, они в этот период еще не использовались. Но когда стали предоставлять фермерам под выпас скота, то брали оплату в 2-3 раза дороже, чем за пастбище. С одной стороны, это играет как бы положительную роль, просто неизвестно, куда эти деньги уходят. Хотелось бы, чтобы на восстановление пастбищных и лесных систем. Карагулда да алайкулда. Ал жак болбосо бийик толуу жер. Ал жакта сакталып калыш керек. Тескерисинче ал жакта карагай токойлорду элдер кыйып, ал жактан токойчуга кичине акча берип коюп эле, анын баарын кыйып келип саткан күндөрү болгон да. Бул эми адамдардын өзү. Правильно. Если подойдете сюда, вот посмотрите, пожалуйста, фотографии. Я постараюсь объяснить вам, что здесь имя. Вот хорошие пастбища. Педикулярис, шивик, но ваши бабушки из него делали тоже зелье, которым лечат женщин от некоторых заболеваний женских. Ну, заодно, уже сейчас мы этим не страдаем. Вот в Араванском районе, например, было передано в аренду 10 419 гектар, то есть 22,4%. Это до принятия закона. В том числе присельных на 60 тысяч сомов, интенсивных на 263 тысячи сомов. И заключено договоров на 322 тысячи. Сейчас в настоящее время закон передал право использования, право управления джейд-комитетом, но денег не хватает даже на зарплату этим джейд-комитетам. Вот, поступило сколько? Вот нагрузки в Араванском районе 4,1 условных голов. Земельная доля всего 2 сотки. Вы представляете, насколько беден Араванский район по сравнению с Узгенским, например? Сейчас мы на Узгенский придем. Вы будете что-то говорить, переводить, Джилдес? Эми бир чети жакшы дейт, ошол жерде эле кичине кетип аткан жайыт комитеттер бар, билесиңер, аларга. Вот так. А вот в Узгенском районе передано в аренду 16 тысяч, всего 9%, в том числе сколько присельных, на 2000 сомов всего-то, интенсивных на 467, заключено договоров сколько, и поступило 97 тысяч сомов. Нагрузка скота в половину меньше, чем на араванских пастбищах. Вот там было 4, здесь 2,57. Раза, да, да? 2,57 раза меньше где-то, да? 2,57 условных головы на 1 гектар. На 1 гектар? На 1 гектар. Это нагрузка. Вот здесь вот в половину меньше. Вот это вот Узгенского района пастбище. Вот это сейчас мы будем ехать, вот эту территорию будем видеть как раз. Так. Возможности многофункционального использования пастбищ. Вот то, с чего мы начали, про каперсы там я говорила. Вот можно производить сбор лекарственных растений с указанием конкретных видов и мест. Овсюк это называется. Вот. Сбор грибов и ягод, облепиха, барбариса, боярышник, рябина, смородина и другие. Сбор пряных растений, тмин, полынь, эстрагон, чебрец, прочее. Заготовка чая для нужд народных промыслов. Развитие пчеловодства с указанием мест расположения пасек. Сбор цветочной пыльцы, сбор мумиё, охота, рыбалка, возможные места расположения туристических кемпингов, палаточных и карточных юрточных городков. И вот это вот я просто хотела другое показать. Водичка у кого-то тут есть? Пока вы но бүгүнкү күндө жайыттарды аябай көп багытта иштетсек болот дейт. Алардын мүмкүнчүлүгү аябай көп. Жана биз келатканда көрдүк го, жанагы дарбыз кошон тике эмени чогулткан. Ошондой окшогон нерселерди чогултуп сатсак болот дейт. Андан сырткары козу карындарды чогултуп сатсак болот дейт. Андан сырткары жана дары чөптөр бар. Билесиңер да, биздин жайыттарда бир чекеден көргөнүн көрсөтүп айтып кетти, жанагы полынь, тиминь, эстрагон, чабрец. Ошого окшогон чөптөрдү
чогултуп аларды өткөрүп аларды сатсак болот. Андан сырткары жанагы бизде эме токулат, себет, корзина жана эмеден токулат. Ошолорго чийлерди чогултсак болот. Андан сырткары мына бал келек иштеткендерге дагы жайлоолор аябай ыңгайлуу дейт. Ошол эле жерде аңчылык кылса болот дейт, мумия чогултса болот, балык ауласа болот. Андан сырткары экотуризм, туризмди өнүктүрсө болот. Ошол жерлер жайлоолордо туристтер атайын келип жатып эс ала турган атайын жанагындай кемпингтерди эме кылса, ушунун баарын жайлоодо кылсак болот дейт. Бүгүнкү күндө жайлоону кандай десем, жөн эле малды жайуу үчүн эле иштетпесен, ушунча нерсени баарын иштетсек, бир четинен ушул жайлоолордон биз көбүрөөк пайда тапсак болот да. Аларды бирок ошол эле учурда мисалы моолорду кылсак жайыттар көп деградация болбойт да. Мына малды Это приспосабливающая возможность, да, вот этих овсюга. Его мы маленькие когда были, засушенные берешь вот такой плодик, на него плюнул, и он начинает вот так сворачиваться и двигаться. Это о чем говорит? Это он просто еще. Нет, он просто не созрел еще. Это вопрос хотел задать. Так, что? вопрос. Сиз айтыңыз ғой, мына мысалы эмелер қалып қалады дедіңіз ғой, мал болса умножается. Умножаются. И он спрашивает, что надо делать? Бороться с ними или что? Как надо Да, бороться? физически уничтожать. 2-3 года подкашивания просто косой. Не обязательно, да? Это Нет, выдирать можно не надо, можно просто подкашивать. Вот, это механические меры борьбы. Желательно, чтобы не применять какие-то химикаты, гербициды и прочее. Так вот, проблемы на пастбищах. Перевыпас присельных пастбищ. Снижение продуктивности весенне-осенних пастбищ. Круглогодичное использование присельных пастбищ. Недоиспользование отгонных пастбищ и высокая степень их засоренности. Потеря ценных кормовых трав. Отсутствие проектов организации пастбищной территории. Раньше делал это институт Кыргызгипрозем, занимался расстановкой скота. На каждый вид травы, на каждый тип пастбищ выпасался определенный скот. Лошади на кабрезиевниках, овцы на БТГ, овсяница, коровы на высокотравном травостое, ежасборная, вот такая вот, как вот этот вот метелочка стоит с густыми. А сейчас этого не делается. Сейчас стараются весь скот сосредоточить возле присельных пастбищ. Потеря пастбищных территорий из-за распашки, оползней, селевых потоков, неконтролируемого полива пахотных земель. Это вот то, что происходит здесь. А вы скажите. Бүгүнкү биз жанатан ошол эле учурда жайлоолор мондой засорительдер менен капталып, боло турган чөптөрдүн эмеси азайып барат. Общественной собственности земельных ресурсов, таких как пастбище и леса, из-за нарушения порядка сезонного перемещения скота. Вот то, о чем мы говорили, что раньше сезонное перемещение было, и этот порядок строго соблюдался, и пастбища соблюдались. Сейчас это нарушение произошло, и у нас идет именно деградационные процессы. Отсутствие земельной реформы пастбищ. Она как бы номинально происходит, да, а ее как таковой реформы, по сути дела, нет. Недостаточность управления, чрезмерная эксплуатация ресурсов, деградация пашни, потеря пастбища в связи с распашкой крутых склонов, трансформация угодий, разделение на категории. Вот присельные, интенсивные, отгонные, сложные на том, что управлять этими пастбищами было трудно. Ну, сейчас закон эти проблемы как бы снял, но тем не менее все равно предоставление вот этих территорий остается на уровне района или области. Ну вы будете говорить, да? Нет, я все это смотрю, все это рассказала. Единственное, что это я ну не вот теперь рассказала, посмотрите, вот неконтролируемый полив был вот здесь вот сверху. Да. Как вам это нравится? Это когда едешь в Вораванский район, вот Вороване, вот там вот это ваша картинка. Красивая, да? Можете назад, я вспомню? Да, назад. Так, назад вот это. Это были так. Ну, это уже мы об этом по всем поговорили. Антропогенное воздействие. Вот тоже, вот это пастбище абсолютно деградированное Вораванского района. Вот посмотрите на них, что происходит. Вот эти моменты, это вот где был этот прошлый год рос хлопчатник, сейчас он остался вот такого. Вот смотри. Абсолютно деградированные пастбища. Это детишки вот соломаликские здесь.
Так, а где следующее? Нет, там еще вот не презентация, А, фотографии. фотографии, Сейчас да. фотографии. да. Сейчас еще Потому Нет, что ничего, тут прохладно. ага, хорошо, да. Пробел надо, да? Ага, хорошо. Не понял, да. Вот это растение знаете? Нет. Ферула. Знаете? Ну, да, хороший. Оно само уже листает. Бақындай. Пошло. Бақ шытыр еткенші. Ошылар? Да. Это не тот клей, о котором мы говорили сейчас. Ну, это тоже, наверное, знаете. Картинку. Ваша любимая гора. Вот подъем на нее. Так, вот это растение называется перовские. Это вот то, о чем поет София Ротару. Лаванда, милая горная лаванда. Это лаванда? Это лаванда. А мы ее нафиг топчем и не знаем, как веники используем. Вы понимаете, насколько кыргызский народ богатый? Ему пофиг, что лаванда, что каперсы, что там чего, хоть орехи, хоть какие. Вот понимаешь? Вот меня вот это всегда потрясает. Он что, имеет лекарства? Кстати, вот за забором, посмотрите, вот здесь стравленная, и вот какой травостой здесь не тронутый. Метровая, полынь метровая, коси не хочу. Вот. Это говорит о том... Это полигон, кажется, да? Нет, это в связи с тем, что здесь не осуществляют выпас. Выпаса нету, если... А, там... Нет, это водозабор там. Водозабор. Водозабор. А, вот забор. У нас на Сломан горе есть же трава, большая Да, трава, очень. да. Ее могут кушать как? Коровы кушают, не кушают, вот с другой стороны, рядом с Кушают. мечетью. Кушают, да? Кушают. Вот они все, каперсы вот эти вот тоже. Которые продают, да, турки? Да. А вот это знаешь, Абдрашман? Абдрашман? Да. А, Драшманова. Это, кстати, ядовитое растение на пастбищах. Да. Так. Что, не Да, знаешь? я потом посмотрю. Посмотришь. Вот это ковыль, стипа тырсакар, гыща. То, о чем говорили, вот что это слабая водоудерживающая способность, которая, вот, видите, что, вот, накапливается, дождь прошел, апнулась, да, всё. Это вот то, что мы едем сейчас, вот как раз вот эти рисовые поля, вот они. Это вот ваша тоже, вот эта территория, вот сейчас мы проедем, вот, это здесь вот. Площади, которые были распаханы, а потом смылись, их нету ни пашни, ни пастбищ уже. Джилдыза, поясни вот это вот. А вот что 40%, если крутость склона, то желательно. Их вообще не это... Вот не- это важно же сказать же, помните? Вот это? Да, но здесь не 40%. Здесь вот они видят, что тут где-то 12-15% они сделали пашню. И эта пашня была смыта по истечении 2 лет. По сути дела, вот они использовали. Как орошаемые, да? Да. И потом, если пастбища находятся на крутизне свыше 40 градусов, то эти пастбища лучше не использовать. Это в законе прописано. Почему? Нарушенная инфраструктура, отсутствие доступа к пастбищам, если нет мостов, эти мосты кто должен восстанавливать? Либо местные сообщества, но для этих местных сообществ нужно, когда продаешь пастбищные билеты, чтобы показывали поголовье скота, а мы сейчас это поголовье скрываем, и, значит, недополучает сообщество средства. Не восстанавливаются мосты, опять круговорот, мы не используем пастбище в полную силу. Вот. А вот сейчас едем. Вот сейчас как раз это мы видим. Да, все мы видим. Хозяйствует. Я хочу сказать, что они дают право пользования своими территориями за то, что они подсаживать будут лес. И у них есть эти питомники, в которых они разрастают. Они не платят за пользование лесом, но за пастбище лесом тоже. Вот им дают, например, 3 гектара леса, и пастбищ возле этого леса, они за них не платят, но они восстанавливают лес в подсадке, потому что, видишь, подроста здесь нет. Вот деревья стоят старые. Так. Ну и вот эти. Вот он, этот Иремурус, о котором я вам говорила, клей, с которого получают. Мы его сейчас посмотрим. Вы знаете его, да? Ширяш, кыргызчан называется. Нет? То бурчак? Да, у него тоже большой. Вот он. Мана. Да.
Вообще это сказка просто, а не растение. Вот его, оно выделяет эфирные масла. И в жаркое вот такое вот погоду, если мы сейчас увидим его цветущим, его поджигаешь, оно горит, как газ, а цветок остается не сгоревший. Это называется купена неопалимая. Конечно. Нам ее надо найти. Вот Да, мы я находим. Купена не Купина Купена неопалимая. неопалимая. Кстати, даже Купина, в Библии да? есть Да. упоминание об этом растении. Как купена? Но оно Купина, да, очень... неопалимая. Купена неопалимая. Кыргызское Не могу сказать. Оно у меня есть, у нас есть справочник, я просто не Неопалимое. помню. Вот, это очень интересно. Ходили черное, как обуглившееся. Обгорело, да? Обгорело, да? Это в парфюмерии используют, да? Нет, в парфюмерии его не используют. Это эфирное масло, это как бы, а вот оно горит. Ее Вот это. добавляют в воду, когда это делают. Можно так. Я вот Тоже большое. Вот он цветущий. Вот это растение. Так, это лесхоз, в котором происходят эти все. Ну, вот и все, пожалуй. Спасибо. Да, прописано. Да. Ну, с фото, к сожалению, нет. Фото вот эти вот. Да, вот это Вот, всё, да, крупнорогатый скот 312 тысяч голов в настоящее время по Ожской области. Вы могли писать. Овец 914 тысяч голов. Лошадей 89 тысяч голов. 12 МРС. Крест, да? КРС, да. МРС 9. Овцы 914 тысяч. Крупнорогатый скот. 312 КРС это который, да, уй, торпок, Я мусо. объясняю. Да, ну я тоже объясняю. 914 тысяч, да? тысяч, да. Овцы 914 тысяч. 914, почти миллион. Лошади 89 тысяч голов. Это официальные статистические данные. Официально, По факту официально. гораздо больше. В условных головах 3 миллиона получается. Если перевести в условные овцы головы, 3 миллиона. И 1 миллион 400 тысяч гектар пастбищ. Нагрузка по Ожской области одна из самых больших. 2,1 головы. Нагрузка у нас. Вот. Растительность, ну здесь, знаешь, здесь как бы более на Пастбище, это, сколько миллионов сказали? 1 миллион 400, почти 1,5 миллиона. Я вот не понял, нагрузка 2... Миллион тонн. Прокормить в среднем по стране одно гуляет. Так, а куда мы сюда? Не отдыхает пятый день? Kadrlar gerek болады. Тоолорду насонун. Өздөрү эле жүрүшөт.
Өзгөн районунун Карашоро жайлоосунун бүгүнкү күндөгү акыбалы тууралуу журналисттер менен биргеликте биом экологиялык кыймылынын адистери иликтеп көргөн. Бул тууралуу алдыда баяндайбыз. Башынан дагы. Өзгөн районунун Карашоро жайлоосунун бүгүнкү күндөгү акыбалы тууралуу журналисттер менен биргеликте биом экологиялык кыймылынын адистери иликтеп көрүштү. Бул тууралуу алдыда баяндайбыз. Как раз мен стендап жасап атканда артыман бир нерсе чуркап келди окшойт, э? Даже хорошо. Айры балдарын да алат. Болгондо жакшы болду. Агай биз азыр ошо телекомпания. Айтабызда чакпаган. Жок, мен неме кылам? Ошол жерден неме кылабыз? Ошол жерден неме алабыз, э? Майли майли келип. Yani şirin mi? Аны качан карап болот? Азыр примерно бир 5 мүнөттө. Мен бир челекти азыр. Аны калып кетип атканда азыр эме алып пациент иштеберсин. Сиз мен айрым билбейм да. Сиз айрым билбейсизби? Ана экен ак. Бир мүнөткө дедим мен. Булардын өзүнүн убактысы бар экен да. Агай, сизди 1-2 мүнөткө. Бул жерге эле келип койсоңуз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Карашоро жайлоосундагы ары менен жан баккан адамдар менен дагы баарлашып көрүүнү чечтик. Азыр биздин бир нече суроолорубузга Жакпагай жооп берет. Жакпагай, айтсаңыз, ошол биринчи сурообуз, алгачкы эле сурообуз ушул ары багуунун эрежелерин айтып берсеңиз. Мисалы, бир челекте канча ары болот? Бир жай ичинде андан канча бал алынат? Бул эми Микрофон мага берип сүйлөй бериңиз. бул эми канча айры бар экенин эсептеш кыйын. Бир семьядан эми канча бал где-то 20 килограмм тегерегинде бал өндүрсө болот бир сезонда. Ошондо эле бир ар кандай. Кээ бир челектер көбүрөөк берет, кээ бир аз берет. Ошондой дем средний эсептейбиз биз 100 челекке 2 тонна, 3 тоннага чейин эсел болсо болот. Негизи ушул айрык кароо сизден ошол ким тарабынан өткөн дейм да, бул канча жашыңыздардан бери ушундай айрык кароо, ары кароо менен алектенип келатасыз? Илгери чоң атабыз ары менен неметкен. Зармес эткен атабыз караган, ошондон үйрөнгөнбүз биз. Жардам берип карачубуз. Өзүм ошо 86-жылдан бери арчылык боюнча неметем, эмгектенип келейтам. Ошол тергелүүбүз семьяны бакканга болот, жетет. Ошол bundan түзүк эле пайдаланса болот. Мисалы, азыр сиз бул жерде канча ары багып жатасыз да? Мындан сырткары бөлөк бизнестериңиз да барбы деген? Бөлөк бизнесибиз мал багабыз. Эми тоодо жашагандан кийин мал бакпасаң да туура келбейт. Эгин эгел десек жер жок. Ошо мал анан арчылык боюнча неме кылабыз? Рахмат, толук аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Мен атым Жакып, атамдын аты Кимсан. Саламалык айыл өкмөтүнө караштуу Кызыл Байрак айылынан болобуз. Атабыз Ажы, Кимсанбай Ажы. Абдыразаков Жакып Кимсанович. Чоң атабыздын аты Абдыразак, ошол кишиден үйрөнгөнбүз. Рахмат, ошо балдарыңызга да үйрөтүп атасыз азыркы учурда? Ооба, 2 уул, 2 кызым бар. Жардам беришет балдарым. Балдарым эми Россияда. Бирөө. Рахмат болду.
3 килограмм, да? 2 баклажка 3 килограмм батат. Оона машинасына чыгарабыз. 1,5-нан 180, 180, 300. Ясы, да, ясы? Ясы? Специальным сачком, он называется гидробиологический сачок, он заканчивается вот такой баночкой, потому что для того, чтобы мы могли собрать насекомых, они должны собраться в воде. Да, поэтому вот мы сейчас поставим на течение и посмотрим, какие сюда насекомые будут. Вот. Высыпаем наш улов. Давайте посмотрим. Вас вот туда встанет, не слышно. Ну пойдемте туда, выйдем сейчас. Давайте на стол, да. Метод, это метод называется биоиндикация. Био это живые организмы, индикация это проверка состояния, качества воды. То есть существуют определенные организмы, которые могут жить в сильно загрязненной воде, слабо загрязненной. Работали методику для наших горных рек, как с помощью вот этих животных, насекомых, которые плавают в воде, определить качество воды. И вот мы, например, сейчас с вами взяли из среднего течения реки Ясы воду, да? И сейчас мы с помощью сачка собрали водных насекомых. Сейчас посмотрим, кого мы здесь видим. Вот, например, видите, вот плавает, да, вот это вот. Это поденка, да? Вот она, да? Вот, но она такая, она нам ни о чем не говорит. Она может жить как в чистой воде, так и в грязной воде. Ну, то есть такая. Вот, а вот это, посмотрите, домик, да, вот такой, в виде палочки, трубочки, вот он. Это называется ручейник. Насекомое, вот ручейник, он живет в достаточно чистой воде, в грязных. Вот именно этот вид ручейника в грязной воде жить не может, в средней загрязненной воде. Вот, например, вот тоже ручейник, видите, вот он ползает. Вот он делает домик из камней, камушков мелких и вот живет в этих домиках. Вот это с домиком, это без домика. Тоже с домиком. Тоже с Она, домиком. видите, просто они немножко разного вида, эти домики, да? Вот. То есть вот как раз, смотрите, вот эти вот ручейники, они нам говорят, что вода здесь достаточно чистая, да, то есть она, потому что в грязной воде будут жить такие насекомые, которые, например, это такие черные, красные, такие червячки, тогда это они живут только в грязной воде. Здесь мы не видим представителей грязной воды. Это вода средняя, загрязненная, чистая вода, вот так можно ее оценить. Значит, она пригодна для питья. Да, с точки зрения химических веществ, с точки зрения... Вашны айтыңыз аты, фамилияңыз? Да, Домашов Илья Анатольевич, экологическое движение «Биом», Кыргызский национальный университет. Вот это данное исследование мы проводим в разных реках Кыргызстана, потому что у нас в Кыргызстане большая проблема, связанная с тем, что часто воду пьют из открытых источников, из рек, из ручьев. Вот. И для того, чтобы обезопасить людей, чтобы они не пили только чистую воду, была с специалистами Академии наук разработана методика, она называется биоиндикация. Что эта методика дает? Она дает по видам, которые живут в воде, можно определить чистая вода с точки зрения наличия органических соединений или грязная. Вот. Есть виды, которые живут только в чистой воде. И вот мы сейчас находимся около реки Ясы, где-то в середине ее течения. С помощью гидробиологического сачка поймали несколько насекомых, и сейчас попытаемся посмотреть, что это такое, какая вода здесь, чистая или нет. И вот смотрите, вот
Здесь мы видим, в воде обитают вот такие насекомые, которые называются ручейники. Вот этот вид ручейников, он говорит, что вода чистая, среднезагрязненная, то есть она не грязная вода. Вот. Потом здесь также разная разновидность плавает поденочек. Поденки, они тоже показатели, разные виды бывают, но вот эти виды, они показывают, что вода тоже среднезагрязненная. То есть мы можем сказать, что в данной реке вода чистая или чуть-чуть загрязненная. То есть, поэтому, в принципе, если ее отстаивать и, например, кипятить, ее даже можно употреблять, пить. Да? Потому что есть, бывают животные, которые живут только в грязной воде, которую даже пить не рекомендуется, даже если вы ее кипятите, потому что она очень высокой степени загрязнения. И в каких городах такие исследования провели? Ну, мы стараемся проводить практически в любых условиях, когда у нас получается, да, потому что у нас нет такой возможности, чтобы выезжать постоянно и проводить такие исследования. Вот, например, на Иссык-Куле, в иссык-кульских близлежащих реках мы проводили такие исследования. Мы проводили исследование такое по реке Нарын в нескольких точках, вот при притоке к реке Нарын, как Амирен и так далее. То есть мы пытаемся вот в разных точках проводить такие исследования. Конечно, есть закономерность. Чем выше поднимаешься в горы, тем больше разнообразия, тем появляются виды, которые живут только в чистой воде. Их становится больше. Поэтому однозначно мы видим, что чем выше в горах, тем чище вода. Да? Вот мы сейчас находимся где-то в середине течения, и она слабо загрязненная, ну, даже можно сказать чистая вода. А ниже туда уже ближе к селам, городам, ниже туда ближе к городу Ош, она будет больше загрязняться. А река Нарын, она в каком состоянии? Вот в тех участках, в которых мы изучали, да, в принципе, она там достаточно биоразнообразия, но она тоже, можно сказать, что среднезагрязненная. У вас есть что-нибудь добавить? Ну, единственное, я хочу сказать, что вот часто говорят, что очень много насекомых, когда вы видите в воде, страшно, как-то неприятно, да, вот. Но бывают такие случаи, что наоборот эти насекомые нам могут подсказать, что эта вода чистая и безопасная, да, поэтому вот надо просто более чуть-чуть относиться к окружающей среде и уметь читать знаки окружающей среды, которая нам может многое что рассказать.